В эфире телеканала «Грозный», программа «Новости», в студии Луиза Хатуева. И вот чем запомнился уходящий день. Жизнь ради народа. Чечня отмечает 65-ю годовщину со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Новая школа, торговый центр и заводы, не имеющие аналогов в стране. Мы открывали школу, завод, мы открываем сейчас такие социально значимые объекты. Это говорит о том, что федеральный центр, полпредства и регионы, все мы вместе строим будущее. Федеральные чиновники побывали на открытии социально значимых объектов в Грозном. Благотворительный марафон. Вы бы видели, значит, глаза тех людей, тех детей, тех женщин, когда они получают такую помощь. Более 40 тысяч мешков муки, сахара и риса раздали малоимущим семьям Северного Кавказа от регионального общественного фонда. Республика отмечает 65-ю годовщину со дня рождения первого президента республики. Ахмата Хаджи Кадырова вспоминают его близкие, соратники и весь чеченский народ. Твердая позиция Кадырова, выступившего против террористов, и дальнейшая работа на посту руководителя республики заложили основу для мира и сохранили целостность страны. О жизненном пути мудрого политика и авторитетного богослова в материале Седы Сапаровой. Каждую пятницу Ваха Юзекеев на своем стареньком велосипеде спешит на джума-молитву. Он имам мечети имени Абу Ханифа, расположенной на окраине станицы Гребенской. В народе ее называют татарской, потому что большинство прихожан – татары. На молитву сюда приходят порядка 70 человек и почти все на велосипедах. Поэтому ближе к времени молитвы во дворе мечети и яблоку, как говорится, негде упасть. Имамом Ваха Юзекеев стал еще в далеком 99-м. За это время им были прочитаны сотни проповедей. Но сегодня, признается, волнуется по-особенному. Все-таки рассказывать будет о человеке, благодаря которому и была возведена эта мечеть. Вспоминает, много лет жители хотели построить святыню. Деньги на ее строительство собирали всей станицы, но все равно не хватало. Совсем отчаявшись, Ваха обратился за помощью к Ахмату Хаджи Кадырову. Уважаемый Ахмат Хаджи, мы хотим, татарское население, хотим построить мечеть. Ну вот мы начали, фундамент залили, стены поставили, крышу накрыли. Ну и даже неудобно вам говорить, потому что перед вами лежит разрушенная Чечня. Тем не менее, мы вынуждены вам обратиться, есть какая-то возможность помочь нам в построении мечети. Ответ недолго стал себя ждать, так как он на второй же день буквально присылает людей и вручил нам первую лепту, от себя первый садаго для построения мечети. С тех пор прошло больше 10 лет. За это время в республике были построены сотни мечетей. Однако самой красивой святыней признается сердце Чечни. Немногие знают историю ее появления. Она была создана по образу мечети в турецком городе Гонья. Увидев ее однажды, Ахмат Хаджи Кадыров решает построить в Чечне похожую святыню. Но жизнь его трагически оборвалась, поэтому мечте было суждено сбыться уже без его участия. Сегодня мечеть носит имя первого президента Чеченской республики. Одновременно она может вместить в себя порядка 10 тысяч человек.
А пока на дворе 90-е годы. В республике раскол. Люди уже не знали, кому верить. Слишком часто их обманывали ложными лозунгами и обещаниями. Против армии страны воевали вчерашние мальчишки, совсем не понимающие, что такое настоящий ислам. Похищение людей, вражда между группировками. Ахмад Хаджи возглавляет нацию в самый сложный период. Понимая ошибочность действий ичкерийцев и будучи противником распространения ваххабизма, Ахмад Хаджи Кадыров решается сказать «нет» произволу и начинает представлять интересы народов Чечни. Я мог бы спокойно жить. Я мог бы гладить так же по бороде, как Яндарбиев, опустить его и говорить, вот, все мусульмане братья, мы не можем делиться на ваххабитов, на суннитов. Они бы меня забрасывали бы долларами, я бы имел бы огромные деньги, но судьба нашего народа была бы она еще хуже, чем теперь. Мы знаем 97-й, 8-й, 9-й год, что происходило, что нам навязывалось, какие жестокие несправедливости были со стороны тех, которые якобы хотели тут построить исламское государство. За отказ воевать на стороне боевиков Аслан Масхадов, тогда президент Ичкерии, называет Ахмада Хаджи врагом чеченского народа. Кадыров начинает поддерживать антитеррористическую операцию федеральных войск. Борьба с ваххабизмом и терроризмом. Ахмад Хаджи идет на диалог с оппонентами, сторонними наблюдателями, считавшими, что в регионе приемлемы только военные методы. Сложнее всего было бороться с идеологией ваххабизма в душах и умах людей. Поддавшись ее влиянию, тысячи сыновей, мужей и отцов покинули свои семьи ради войны. Ахмад Хаджи призывает боевиков сложить оружие, обещая амнистию тем, кто не запятнал себя кровью. Цуна хулшол ял мел хедаш бат цуна элче хор дени буйсын чуах мерша олш дени буйсын чуах аюет шол шолхан иза цуна аязаш ял цуна. Объять необъятное и сделать невозможное возможным – это была сложнейшая задача, стоящая перед Ахматом Хаджи Кадыровым. Возрождать некогда богатую республику нужно заново. Спасать людей от нищеты, восстанавливать города, возвращать людей из лагерей беженцев, а главное – продолжать борьбу с террористами. Все это Кадыров берет под свой личный контроль. Чечня 2016-го сегодня ничем не напоминает середину 2000-х. Искоренить ваххабизм удалось не только силовыми методами, но и благодаря духовному просвещению. Практически в каждом своем интервью, говоря о причинах возникновения ваххабизма, Ахмад Хаджи Кадыров заявлял, всему виной отсутствие религиозного воспитания в семье. Выступая на международных миротворческих форумах, Кадыров призывал к предотвращению конфликтных ситуаций, укреплению братских уз между народами. Он наладил отношения с лидерами арабских стран. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Об уважении к первому президенту и всему чеченскому народу говорит и тот факт, что в Чечню впервые были доставлены реликвии пророка Мухаммада. Да, благословит его Аллах и приветствует. Сегодня дело Ахмада Хаджи Кадырова продолжает Рамзан Кадыров. За 12 лет им было сделано столько, сколько делается без преувеличения за столетие. Спустя годы все отчетливее видится то, что когда-то ставилось под сомнение. Принятые решения, высказанные мысли и подписанные документы. Каждый день жители вглядываются в лицо обновленной Чечни. И оно им определенно нравится. Седа Сапарова, Муслим Типаев и Дани Хавхаров. Новости. Чтобы отдать дань памяти герою России, в Центарой с утра приезжают тысячи людей со всех уголков страны. Вместе с Рамзаном Кадыровым могилу Ахмата Хаджи посетили и полномочный представитель президента страны в СКФУ Олег Белавинцев и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Обращаясь к собравшимся, Белавинцев отметил неоценимый вклад, который внес первый президент республики в становление мира в России.
Что вы нашли время приехать сюда, сочли нужным приехать. Спасибо большое. Обратитесь. Это наш долг. Ахмат Хаджи Кадыров, великий гражданин великой страны. И он сделал очень много для чеченского народа, для российского народа. И в тот период времени, в конце 90-х, будучи серьезным национальным лидером, первый открыто обратился к людям для того, чтобы вести борьбу с религиозным фанатизмом и всеми теми, кто не поддерживает традиционный ислам, традиционную религию. За единство народа, за Чечню в составе Российской Федерации. Великий гражданин, я не мог не приехать сюда. Тем более я Рамзана Ахматовича хорошо знаю и уверен, что он продолжает дело своего отца. И уверен, что Чеченская Республика, как наиболее динамично развивающаяся республика не только в Северо-Кавказском федеральном округе, но и во всей России, это пример для многих регионов нашей страны, как нужно относиться к делу, к людям и к своей стране. А заложил все это Ахмат Хаджи. Слава ему и великая память чеченского и всех российских народов. Аминь. Вы сегодня возглавляете федеральный округ нашего края. Знание того, что внес в копилку единения России, сохранения России как великой державы, тот вклад, который внес наш первый президент Ахмат Хаджи, вы сегодня знанием этого заслуживаете еще большего нашего уважения, потому что человек должен знать, с кем он работает, над кем он поставлен, руководить. Значит, вы с регионом найдете и общий язык, и у нас будут общие дела во благо нашей многонациональной Родины. Спасибо вам, Олег Евгеньевич, что приехали, что оповестили нас. Мы очень рады вашему визиту. Спасибо вам за добрые слова, это мой долг, и я по-другому поступить просто не мог. Человек очень знаковый, таких, к сожалению, немного во всей нашей многонациональной стране. Спасибо за то, что, я повторяюсь, уважили наши ценности. А по-другому не может быть в нашей многонациональной стране. Да, только тогда мы будем жить в мире и развиваться. Действительно. Он определил нашу дальнейшую жизнь, сделав референдум, что народ избрал свою дальнейшую жизнь в единстве Российской Федерации. И этим мы сейчас все гордимся. Лев Кузнецов, в свою очередь, также отметил значимость личности Ахмата Хаджи в истории всей страны. По словам министра, первый президент республики посвятил всю свою жизнь служению народу и остановил кровопролитную войну. Сегодня большой праздник, 65 лет первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Всю свою жизнь он отдал служению своей родине, отечеству. Он являлся и является и политическим, и духовным лидером Чеченской Республики. Вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным он смог остановить кровопролитную войну, объединить народы нашей страны во благо служения Отечеству, против терроризма, который, к сожалению, сегодня пытается пустить свои корни по всему миру. Я думаю, что его слова, его жизнь является ярким свидетельством правоты того дела, за которое он отдал свою жизнь. И очень отрадно, что он сформировал команду единомышленников, которые и в Чеченской Республике, и на Кавказе, и в России понимают значимость и необходимость единства народов нашей страны, объединения их
во благо служения каждого из регионов, которые входят в наше государство, во благо единой России. Великая ему слава, великая ему память, глубокое уважение. И я уверен, что его команда будет достойно продолжать те дела, которые он начал, но не успел закончить. Те начинания, которые он начал, сегодня осуществляет нынешний наш глава республики с вашей помощью и в тесном сотрудничестве с командой Ахмад Хаджи. Все это осуществляется. После Рамзан Кадыров вместе с гостями возложил цветы к мемориалу памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Следующим пунктом посещения комплекса Аллея Славы стал музей имени первого президента республики. В качестве экскурсовода выступил министр культуры Хошбал Дзидаев. Отдельное внимание уделили экспозиции кабинета первого президента, воссозданного в мельчайших деталях. Здесь мы все это кабинет, его приемные воссоздали в том виде, который был при его жизни, при его работе. Мемориальный комплекс, он еще включен в программу концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики. И здесь обязательные программы, входящие и детские садики, и школы, и вузы Чеченской Республики. Они вместе с теми детьми, школьниками, студентами, которые приезжают в Чеченскую Республику, это здесь у нас как бы обязательное посещение. Бумага подписана Ахмад Хаджи. Здесь необходимость решения судебных вопросов. Студенты бывают судебные тоннели. Приехал, вечером приехал, на утро на 9 мая. Олег Евгеньевич, вот на настенных часах навсегда застыло то время, когда перестало биться сердце Ахмата Хаджи во время трагического события на стадионе. Славных сынах народа надо память хранить, молодцы. Чтобы отдать дань памяти первому президенту республики, первыми на могилу Ахмата Хаджи Кадырова приходят родственники и соратники. С утра после утреннего намаза у могилы Героя России в Центарое можно увидеть тысячи людей. Они читают дуа, прося милости у Всевышнего. Отмечают уникальность личности Кадырова, который в самое тяжелое для чеченского народа время спас его, выступив против террористов. Именно мужество и решимость Ахмата Хаджи позволили заложить основы современной чеченской государственности и процветания республики. يرنوني موحكا عرش بينا تعبود شو بينا ويقام خلش ويحتنش خيناح أوس خيناحا ريزخيل وقامت حاجينا داودي كان سبيق خنبويل بقولا شا علم سكخلراتر شا بق سكخلراتر شا بقليش سكخلراتر ديك بوسوب سكخلراتر خونا سكخلراتر بقولا دولش دول تيشل دويز أقل شو درشي وين دوش دول سادو شا زعن سان علم ناخ ديك ناخ مريد شخون غيبول شا حبار كان الشي شو تسيناخ دالا بيركت حدالا يتنا أق ديغستان شو تغنى بيركت شيخ حدا الول شغل يا أحمد حاجة ويتسوى تسويزوي من لم يشكر الناس لم يشكر الله الله يرشنا عليه الصلاة والسلام نه خمسة بشول شو دال خمسة بين الله ويا دال ملاخمة بو أق دال رزقيلا بو إشتا دال ملا دغردو خويخ نختيح. Официальные лица республики в мемориальном комплексе Аллея Славы возложили цветы к обелиску первому президенту Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественном мероприятии приняли участие практически все члены правительства во главе с председателем Абубакаром Эдельгириевым, а также руководители министерств и ведомств. Кроме них, почтить память Героя России прибыли первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Адис Байсултанов и депутаты Государственной Думы Российской Федерации Шамсил Саралиев и Магомед Селимханов. Здесь было отмечено, что Ахмат Хаджи навсегда останется в памяти чеченцев как настоящий патриот, спасший свой народ от хаоса. Благодаря нему в регионе воцарился мир и процветание. Ахмат Абдулхамид Кадыров останется в памяти нашего народа. Мы всегда будем чтить и все его заветы. Он в наших сердцах. Дал дел уэл, дал дел смеяш уэл. Ахмад Хаджи ومصر دكش بجنابه تعشيق ويا تستع اشتغل ليلور داتب ثانية
سوى بخبتنا رمزان غشلوينا ودار مغلع يغشلو لاريش يبوس مشتايش وبتشعل وريسبوبليكا خزيش تانا واستيخ الحضور دو ودار مغلع دار تحبيرت كيرول. В конце собравшиеся вместе прочитали дуа, прося милости Всевышнего для Ахмата Хаджи и всех его родных и близких людей. В новой школе начнут учебный год дети из грозненского поселка Кирпичные. Открытие учебного заведения прошло сегодня в присутствии главы региона и федеральных чиновников. 1 сентября за парты сядут более 300 учеников. Для них созданы все необходимые условия. В этом убедилась и Розана Цамаева. Этого дня в поселке Кирпичные ждали давно. Своего образовательного учреждения здесь не было никогда. Дети были вынуждены ходить на занятия в школу, расположенную далеко от дома. На торжественное открытие приехал глава Чечни вместе с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым и полпредом президента ВСКФО Олегом Беловенцевым. Рамзан Кадыров поздравил учащихся с важным для них событием и подчеркнул, что в числе первоочередных задач возрождения республики первый президент Чечни Ахмат Хаджи Кадыров считал развитие образовательной системы. Сегодня у нас знаменательный день. Мы приурочили сегодняшнее открытие школы к дню рождения нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Я очень рад, что вы смогли найти время и побыть с нами, разделить наши радостные дни и поучаствовать в открытии таких объектов, как школа и другие необходимые объекты для нашего народа. Ахмат Хаджи заложил фундамент, чтобы у нас была стабильная, прочная, мирная жизнь. И первый акцент он сделал на образование. Еще люди, когда говорили, что абсолютно невозможно, чтобы заработали школы, Ахмат Хаджи сказал, если у нас не будет школы работать, что у нас и мирной жизни не будет. И поэтому он начинал со школ. И результат сегодняшний. Мы в этом году до 1 сентября будем открывать 19 школ, около 10 тысяч мест. И я хочу выразить слова благодарности Леву Владимировичу, Министерству по делам Кавказа и команде в целом, чтобы они обратили внимание в том плане, что у нас больше 3 сменок, чем у других регионов, и они своим волевым решением доказали федеральному центру, что необходимо у нас построить школы. Я уверен, что мы дальше будем развивать, строить мирную жизнь. И все слова Ахмата Хаджи Кадырова – это благополучие населения. В своем выступлении министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что развитие образовательной системы – приоритетная задача государства. Он пожелал удачи школьникам в их нелегком пути. Сегодня действительно знаменательный день. День рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. И очень отрадно, что мы присутствуем на этом замечательном празднике открытия храма знаний. Это очень важно, и об этом еще раз было подчеркнуто на состоявшемся в пятницу и в субботу, в минувшие выходные, Общероссийском педагогическом совете, где было сказано, что несмотря на дефицит денежных средств, очень сложное экономическое положение, инвестиции в образование являются приоритетом государственной политики, о чем очень отчетливо указал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я хочу сказать слова искренней благодарности строителям, которые за короткое время построили эту замечательную школу. Я хочу пожелать учителям, педагогам, всему коллективу успешной, плодотворной работы во благо того, чтобы наши ребята, которые ходят в эту школу, в другие, действительно стали образованными, воспитанными, знали свою историю, чтили традиции. И самое главное, были продолжателями дел и Ахмата Хаджи Кадырова, и всех предков, которые родились и прославляли эту землю, и трудились во благо нашей великой Родины, великой России. Успехов, ребята, а вам одних пятерок я желаю. Наша сила именно в умной и образованной молодежи. Она является гарантом светлого будущего, говорит полпред президента по Северному Кавказу Олег Беловенцев. Мне очень приятно сегодня присутствовать в этом учебном заведении, которое создано при усилии, прежде всего, региональной власти и помощи федерального центра. И вот сегодня знаковый день для республики, день 65-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, который заложил основы развития республики и прекратил кровопролитие на Северном Кавказе. Это очень знаковый день. Вот открытие школы, я хочу поблагодарить и
главу республики, и руководство республики, и всех тех, кто принимал участие в строительстве этой школы, за то, что мы сегодня идем по правильному пути. Мы вместе большая сила. Сознание – это сила, и в единстве народов Российской Федерации, умных, образованных людей, мы построим хорошее государство, вне зависимости от того, что бы ни делали наши, так называемые, как называют сегодня, партнеры на Западе. Я хочу вам пожелать удачи, процветания, а многим российским регионам учиться тому, что сделано в Чеченской Республике. Вас с праздником! Открытие школы – это огромный праздник. Не остались в стороне и первые ученики новой школы. Специально для гостей дети подготовили культурную программу. Собравшихся они удивили праздничными стихами. И хоть пока мы только дети, нам поверьте, непременно мы еще прославим эти удивительные стены. После перерезания красной символической ленты присутствовавшие ознакомились с качеством проведенных работ. Есть кабинет домоводца со швейными машинками, прекрасный актовый зал. Девочки могут шитьем заниматься полностью, на кабинетах, уроках технологии заниматься, готовить профессию. Местные школьники до сих пор ходили в 15-ю школу, которая находится в 2 километрах отсюда. Поход туда и обратно для них порой оборачивался целым приключением. أفتوبوس تعبي ليل شات تتخيل سنسلش نوقع دولي بيش كوغلوش مشيان شات إيش سيتور ستيج دعوة درت ستيج شوغر إيش تخيل بالم. Новая школа способна принять в своих стенах более 300 детей. Для полноценного образования здесь есть все. Компьютерные классы, библиотека, спортзал, комфортная столовая, душевые и раздевалки. Двухэтажное здание, отвечающее всем современным требованиям, примет в этом году 60 первоклашек. Учиться дети будут в 2 смены. Розана Цамаева, Муслим Типаев и Магомед Шатаев. Новости. Впрочем, это не единственное открытие. В Грозном заработал завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Предприятие не имеет аналогов в России. Здесь будут производить батареи для электромобилей, бытовой техники и многое другое. В будущем завод обеспечит работой 800 человек. Новый объект оценили полпред президента ВСКФО, министра по делам Северного Кавказа и глава Чечни. Таиса Барчигова с подробностями. День рождения Ахматхаджи Кадырова в республике. Один за другим открываются важные социально-экономические объекты, как очередное подтверждение правильности его пути. Одним из таких стал завод по производству систем сохранения энергии. Первый этап масштабного проекта позволил создать 70 высокопроизводительных рабочих мест. Персонал уже прошел подготовку в Южной Корее. На торжественную церемонию запуска прибыли высокопоставленные гости, в числе которых полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Беловенцев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Действительно, бывает радостно, когда ты что-то строишь, открываешь. Мы привыкли в последние годы в республике все разрушалось. И были такие дни, что мы не видели просвет жизни. Благодаря Ахмату Хаджи, его политике, благодаря всему российскому обществу, во главе с лидером нашего государства, от народа, президента Владимира Путина, мы сегодня сделали так, чтобы наш регион стал привлекательным. И то, что мы сегодня открываем такой завод высокотехнологичной приемки, это говорит о том, что мы на правильном пути. И то, что вы сегодня приурочили, и вашим компаньонам из Кореи, и вам хочу выразить слова благодарности. Действительно, Ахмат Хаджи служил для народа, для государства и отдал свою жизнь в благо именно народа. Я желаю вам счастья, удачи, а то, что касается, чтобы довести его и запустить в полном объеме, мы будем для этого все делать. Нам нужны побольше рабочие места, чтобы заводы, фабрики работали. Удачи вам, спасибо еще раз.
Проект реализован южнокорейской компанией «Коком» и «Чечен-нефтехимпром». Общая мощность первой линии завода по производству литий-ионных аккумуляторов составит 30 мегаватт в час. Завод был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов правительства Чечни. Важность реализации подобного предприятия отметили в своем выступлении также новый полпред ВСКФО Олег Беловенцев и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Сегодня знаковое событие для Чеченской республики, для Северо-Кавказского федерального округа, вообще для России. Ведь в день 60-летия Ахмата Хаджи Кадырова, человека, который вообще заложил мирное развитие Северного Кавказа и был ключевым человеком по прекращению кровопролития в Чеченской республике, на Северном Кавказе, и объединил народы, и человек, который не только был духовным и национальным лидером, политическим лидером в Чечне, он был еще очень хорошим семьянином, отцом и дедушкой. И вот его дело продолжает Рамзан Ахматович. Я вам честно говорю, я вот здесь вообще в Чечне первый раз в качестве полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Я под очень огромным впечатлением от того, что здесь сделала республика совместно с федеральным центром. Но хочу сказать, что республика очень динамично развивается, не только является одним из лидеров в Северо-Кавказском федеральном округе, но и во всей России. Потому что есть на что посмотреть и есть чему порадоваться. И то, что сегодня здесь вы делаете, то, что мы открываем, это очень знаковое событие и для республики, и для Северного Кавказа, и для всей нашей великой Родины России. Я вас с этим поздравляю, вы молодцы. И то, что инвесторы сюда идут, это тоже очень здорово. Вы на правильном пути. Уверен, что Чечня и в будущем будет лидером развития нашей экономики. Удачи вам, всего самого доброго. А мы будем только помогать. Мы много в последнее время реализуем и в Чеченской республике, и на Северном Кавказе социальных проектов. Но сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев определили ключевым приоритетом развития Северо-Кавказского региона – это развитие реального сектора экономики. И очень отрадно, что не дожидаясь 2017 года, когда наша основная программа развития региона должна стартовать, мы сегодня присутствуем на знаменательном событии открытии пусковой линии систем сбережения энергии, которые реализованы совместно с партнерами из Республики Корея. Это, наверное, является очень важным подтверждением того, что Инвестклимат, я хочу сказать, что Чеченская республика по рейтингу Агентства стратегических инициатив входит в лидеры по инвестиционному климату, подтверждается реальными делами. Я уверен, что и этот проект, который входит сегодня в приоритетный по тем критериям, которые определило Министерство промышленности, и многие другие, которые сегодня реализуются в регионе, не только здесь, но и в целом на Кавказе, займут достойное место в формировании нового облика российской экономики. Данный проект реализуется в рамках выполнения майских указов президента России Владимира Путина в части увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Оборудование по производству литий-ионных аккумуляторов в Грозный поставила компания «Коком», а контролировал настройку и сборку личный президент компании Ким Хон Гёнг, который также присутствовал на официальном открытии. Гость из Южной Кореи очень эмоционально выразил свое отношение к сотрудничеству с Чеченской республикой. Мне честь находиться в Чеченской республике и представлять компанию Республику Корея. Я хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за то, что он внес свою достойную лепту в развитие такого проекта. Россия, ура! Чечен, ура! Корея, ура! Иншаллах. После официальной части гости перешли к торжественной и перерезали символическую красную ленточку. Далее гостей ждала экскурсия по заводу, в ходе которой им рассказали, что цель этого проекта – организация высокотехнологического производства нанотитана лития по патентованной российской нанотехнологии мощностью 200 тонн в год, а также производство систем сохранения электрической энергии, батарей для электромобилей, нужд МЧС, бытовой техники и научной лаборатории с опытом производства для внедрения новых разработок. Вот такие аккумуляторы мы сейчас покупаем в Корее, будем делать сами.
Этот аккумулятор имеет напряжение 370 вольта, емкость 63 ампер часа, вес 1,5 килограмма. Где применяется? Вот источник бесперебойного питания. Когда делегация во главе с Рамзаном Кадыровым уже собралась уходить, их ожидал еще один сюрприз. На этот раз во дворе завода. На так называемой аллее дружбы им предложили посадить именные деревья. Причем процесс посадки представлял из себя далеко не простое символическое действие. Гостям пришлось изрядно потрудиться. Они всегда меня заставляют. Так, бисмиллах. Ответственного человека назначайте из Кореи. Пойдемте, поможем. Завод по производству систем сохранения энергии – это новое инновационное предприятие, не имеющее аналогов ни в России, ни в Западной Европе. Во всем мире подобные предприятия существуют лишь в США и в самой Южной Корее. Производственная мощность ее будет увеличиваться поэтапно и позволит в общей сложности обеспечить работой около 800 человек и до 2000 рабочих мест в смежных отраслях в Чечне и по России. Таиса Барщигова, Булат Баканаев, Зелим Закаев. Новости. Хорошая новость для любителей шопинга и отдыха. На площади Минутка открылся новый торговый центр. Крупные сетевые магазины, рестораны, дворик и зоны отдыха для детей уже приняли первых посетителей. Новый комплекс – это и новые рабочие места. Здесь могут трудоустроиться около 400 человек. На открытие объекта прибыли и официальные лица. Тему продолжит Лариса Джабраилова. Масштабное строительство здесь началось в апреле прошлого года. Торговый центр площадью более 9 тысяч квадратных метров возведен в рекордно короткие сроки. Минутка построена на внебюджетные средства. Размер инвестиций составил 700 миллионов рублей. Открытие приурочено к 65-летию первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Поздравить арендаторов и жителей города со знаменательным событием приехали официальные лица. Рамзан Кадыров в своем выступлении отметил, площадь Минутка – знаковое место для всех чеченцев. Символично, что такой грандиозный проект реализован именно здесь. Претворяя жизнь, идеи, замысла Ахмата Хаджи Кадырова, мы открываем чередой важные объекты, которые, безусловно, необходимы для дальнейшего развития нашей республики. И очень показательно, что именно в день рождения великого Ахмата Хаджи мы открываем эти объекты, потому что вся жизнь Ахмата Хаджи была направлена на развитие, улучшение жизни нашего народа, региона в целом и России. Минутка – это такое место историческое для всех, даже, можно сказать, россиян в целом. Все, что происходило в республике, в частности, в городе Грозном, СМИ передавало с этого места площади Минутки. И всегда были слышны самые хорошие новости, и люди всегда переживали. Но мы делали так, чтобы во всем мире это место уже, как я сказал, знают, и в Чеченской республике это называют Минутка. Я, когда приезжал в город Грозный, приехал сюда, вылез из автобуса тайно и поехал дальше смотреть город Грозный. Это я помню, я еще был маленьким. И я рад, что мы такое место построили здесь. Это самые главные рабочие места и удобства для горожан, не только для горожан. Эти дороги ведут, там, можно сказать, все районы нашего региона. И сегодня созданы условия, приехали одни из лучших фирм. И есть желающие, которые с нами дальше хотят сотрудничать. Я всегда держал под контролем, я не раз приходил сюда и с удовольствием участвовал в благоустроении территории. И все площадки, которые сегодня пустуют вокруг этого объекта, на эти объекты есть желающие разные, хотят строительства жилья, заводы, фабрики. Сегодня город Грозный стал, можно сказать, инвестиционной площадкой. Поэтому я поздравляю и мэра города Грозного, и всех горожан. И хочу слова особенно благодарность сказать полпреду министру, то, что они сегодня присутствуют нам на таком знаменательном дне, на дне рождения нашего первого президента. Они посетили могилу нашего первого президента, аллею славы. Мы открывали школу, завод, мы открываем сейчас такие социально значимые объекты. Это говорит о том, что федеральный центр, полпредства и регионы, все мы вместе строим будущее наших народов. Это то, что нам сегодня говорит и куда нас направляет наш президент. Я желаю вам удачи, счастья, дай Аллах, чтобы никогда с территории российских регионов не получали такие плохие информации, так скажем, неприятные, нехорошие информации, трагические информации, чтобы мы всегда мирно жили, чтобы мы строили самую прочную, сильную государство.
Стремительное развитие региона отметил полпред президента СКФО Олег Блавенцев. А министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов выразил уверенность, что открытие нового торгового центра будет способствовать дальнейшему преображению чеченской столицы. Вместе делаем третье посещение и открываем знаковое для республики и для города место. Сначала школа, это дети, это будущее республики и нашей страны. Затем предприятие суперсовременное. И вот сейчас торговый центр, куда люди будут ходить. Площадь Минутка, о чем уже Рамзан Ахматович сказал. Особое место для России с известным прошлым, от которого мы уже ушли благодаря Ахмат Хаджи Кадырову, которому сегодня исполняется 65 лет. И вот эти вот 3 знаковых мероприятия, это огромный подарок Ахмат Хаджи. Я уверен, что если бы он был жив, он был бы счастлив присутствовать на вот этом очередном мероприятии. И спасибо руководителю республики Рамзану Ахматовичу за то, что он проводит эту линию, проводит ее жестко, уверенно в интересах народов Чечни и Российской Федерации. Очень отрадно, что сегодня мы видим, когда возрожденный Грозный построен для человека, для того, чтобы здесь было человеку удобно, безопасно, красиво. Желаю, чтобы таких объектов и социальных, и культурных, и общебытовых появлялось как можно больше. После церемонии открытия глава республики вместе с гостями осмотрел торговый центр. Здесь 10 500 квадратных метров общая площадь, 450 машин. Здесь одними из больших якорных арендаторов это поиск по ассорти, который вот сейчас в сентябре должны зайти. Вот и зизики. И есть такие вот средние и федеральные ритейлеры, Мегафон, там, Билайн, Айкрафт и ряд других. Здесь вот концепция была вот разработана таким образом, чтобы вот здесь вот с семьей можно было зайти, купить все необходимое для вот, начиная от лампочки, электротоваров, посттоваров, там, техника, оборудование, вот есть рестораны, фастфуды, общепиты, все необходимое для того, чтобы можно было и семьей. Арендаторы отмечают инвестиционную привлекательность нашего региона. Для ведения бизнеса Чечня – одна из самых перспективных республик. Так, рассказывайте, как вам в Чеченской Республике? Нам прекрасно. Чтобы меня потом федеральный там власть мы не поругала. работаем уже не первый год, и вот открываем здесь новый магазин. Это второй в республике, первый на рынке Беркат. Это магазин нового формата. Здесь 2000 метров. Это универсальный магазин товаров для дома, интерьера и бытовой электроники. Такого в республике еще нет. И вообще в нашей сети таких немного. Он у нас на родине в Ростове открыт, он открыт у нас на Черном море, и вот основной здесь. Открытие «Минутки» позволило создать 400 рабочих мест. На сегодняшний день здесь более 70 арендаторов. В торговом центре есть все, от бытовой техники до пунктов быстрого питания. К открытию предприниматели готовились заранее. Один из ресторанов даже организовал бесплатный фуршет для всех желающих. Персонал магазина следил, чтобы каждая мелочь была на своем месте, ведь первое впечатление, как известно, играет решающую роль. Готовились мы 2 месяца назад, выставляли товар, делали ценники. Магазин нам на самом деле очень нравится. Мы надеемся, что и покупателю понравится. Готовы к открытию и готовы к покупателям, готовы принимать покупателей. Ну, конечно, нам это место очень понравилось, потому что наш город вообще-то сам по себе очень красивый город. Спасибо нашему Рамзану, что он так восстановил его. Это 3-я точка. Мы еще хотим развиваться здесь. Мы давно хотели открыть свою химчистку в Грозном, и торговый центр «Минутка» мы считаем отличное место для развития своего бизнеса. Кроме всего прочего, здесь есть игровая площадка, для детских товаров отведен почти целый этаж. Торговый центр «Минутка» стал одним из крупнейших инвестпроектов, реализованных в Грозном за последние 2 года. Всего их было почти 90. На стадии реализации находится еще 43, а сумма более 190 миллиардов рублей. Лариса Джабраилова, Хава Жимунаева и Джамал Хаджалиев. Новости. Первого президента Чечни вспоминали и в театрально-концертном зале. Здесь состоялся спектакль с участием известных чеченских актеров. В постановке рассказывалось о том, какую роль Ахмат Хаджи сыграл в жизни простых людей. На мероприятии собралась практически вся культурная интеллигенция региона, прибыли и федеральные чиновники. Лазар Натанович, мочевых соответственно, нахчу чувак. ومسيت شرشكا داوي سرقا سأتي بارك توخ أقديل قيري ويرش خلق يتردع
За кулисами не протолкнуться. До выхода на сцену остается совсем немного времени, поэтому актеры не теряют ни минуты, репетируют. В копилке Амрана Джамаева около 100 ролей, но эту работу он выделяет. В спектакле «Турпалхочун Беркат» Амран играет престарелого еврея, который в 90-е был вынужден покинуть Чечню и уехать в Израиль. И даже спустя много лет его не оставляет желание вернуться, ведь именно Чечню он считает своей родиной. Скажите, пожалуйста, волнуетесь перед выходом на сцену? Ой, волнение, конечно, очень сильное, потому что сегодня очень знаменательный день, очень, и поэтому волнение, особое волнение, хотя актер обязан всегда волноваться, выходя на сцену. Пока одни репетируют и наводят последние штрихи, другие пытаются бороться с волнением. И здесь у каждого свои методы. В образе работницы мечети мало кто узнает заслуженную артистку Раю Гичаеву, более 50 лет на сцене. Но сегодня волнуется по-особенному. Даже взялась за спицы. Руководитель театра имени Хампаши Нурадилова признается, постановку ставили в кратчайшие сроки, поэтому и времени на подготовку было совсем мало. Это необычный проект, необычный спектакль будет, потому что сегодня мы покажем все плоды деятельности и героизма Ахмата Хаджи Кадырова. Это памятники, объекты, которые в честь него названы. То есть это мечеть в Израиле, в Абу-Гоше, это мост в Санкт-Петербурге, улица имени Ахмата Хаджи Кадырова, а это, разумеется, наша мечеть, сердце Чечни. И будут завязываться сюжеты вот в этих городах, вот между обычными простыми гражданами. В театрально-концертном зале сегодня собралась политическая, общественная и культурная элита республики. Почетными гостями стали Лев Кузнецов и Олег Беловенцев. Открывая торжественное мероприятие, ведущий вечера, а им сегодня был Джамбулат Умаров, напомнил собравшимся об исторической роли Ахмата Хаджи Кадырова в судьбе чеченского народа. Когда мы разгромили под руководством Ахмата Хаджи Кадырова и его сына, боевого генерала Рамзана Кадырова, международный терроризм, когда мы разгромили логово того страшного дьявольского зла, которое словно тайфун несется сегодня со священных земель Шама и Ирака по всему миру, именно здесь, на земле Чеченской Республики, именно здесь, в России, впервые этот страшный монстр попытался поднять свою коварную голову. И эту голову срубил Ахмат Хаджи. Обращаясь к присутствующим, глава региона вспомнил о судьбоносном выборе народов Чечни. Встав на сторону первого президента Чеченской Республики, он предопределил свое будущее – мирное и процветающее, где нет места крови и слезам. Сегодня день рождения великого сына чеченского народа, нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Он был выдающимся государственным деятелем России, политиком мирового масштаба, известным всей умме исламским ученым, мудрым и мужественным человеком. Я хочу особо отметить, что Ахмат Хаджи был моим дорогим отцом, наставником и командиром. Его личность является воплощением образца честности, порядочности, стойкости и самоотверженности. Президент России Владимир Путин, вспоминая о своих встречах с Ахматом Хаджи, говорил, что у него не было другой цели, кроме служения своему народу. Мужество Ахмата Хаджи Кадырова, ясное видение цели, четкая гражданская позиция, уверенность в своем правоте и решительность способствовали торжеству справедливости. Ему доверили возглавить республику самые трагические истории чеченского народа дни. Многие годы царили безвластие, разруха и отчаяние. На всей территории господствовали тысячи террористов со всего света. Города и села лежали в руинах. Народ истекал кровью, никто не решался противостоять страшному злу. Ахмат Хаджи сделал свой выбор. Как глубоко верующий человек, как гражданин, всем сердцем болеющий за свой народ, как мудрый политик, сознающий причины происходящей в Чечне трагедии. Он бросил вызов произволу ваххабистов и международных террористов, сплотил все общество и всегда покончил с кровопролитной войной, спас от верной гибели тысячи заблудших молодых людей, уничтожил терроризм. Исламские ученые десятков стран планеты приняли фетву, что жизненный путь Ахмата Хаджи является джихадом. Несмотря на настойчивые советы единолично править республики, он настоял на проведении референдума и выбора президента. В обоих случаях весь народ оказал Ахмату Хаджи небывалую в мире поддержку. Он говорил, обращаясь к нации, что чеченцы доказали свою способность воевать с самым жестоким и коварным врагом, а теперь нужно строить мирную жизнь.
ответственную. Ахмат Хаджи создал команду профессионалов и определил перед ней задачи на многие десятилетия вперед. Он был молод. Его жизненный путь оборвался в самом рассвете сил, знаний, мудрости и опыта. Враги нашего народа и России просчитались. Дело великого Ахмата Хаджи продолжили его команда. При поддержке всего чеченского народа и федерального центра она добилась невиданных успехов в возрождении и развитии республики. Самая красивая, процветающая, стабильная, удивляющая весь мир своими достижениями Чеченская республика является наследием Ахмата Хаджи Кадырова. Слова президента Владимира Владимировича Путина отражают глубину и значение личности Ахмата Хаджи в истории России и чеченского народа. Не может не вызывать уважения народ, у которого есть такие сыновья. Имя Ахмата Хаджи Кадырова будет вечно жить в благодарной памяти потомкам. Более 20 сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, обрели сегодня долгожданную крышу над головой. Ключи и документы от нового жилья им вручил лично Рамзан Кадыров. Эдиевой Аминат Джандаровне. О добрых делах и начинаниях первого президента Чечни с особой теплотой сегодня вспоминают те, кто трудился рядом с ним в самом начале 2000-х. Очень трудно говорить об Ахмате Хаджи в прошедшем времени. Его дела и идеи продолжает команда нашего первого президента во главе с Рамзаном Ахматовичем. Дела его живут, будут жить. Я думаю, команда Кадырова достойно пронесет его идеи и дальше. После на сцену поднялся министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он отметил, Ахмат Хаджи был истинным патриотом не только Чечни, но и всей России. Его дальновидность позволила не только искоренить терроризм в регионе, но и сохранить целостность страны. Истинный патриот своей республики, истинный патриот России, выдающийся политический деятель, духовный лидер. Во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным он поставил перед собой сложную, ответственную, кажущуюся многим нереализуемую задачу по объединению народов Кавказа, нашей страны, в борьбе против общего злейшего врага терроризма. Показал своей жизнью, своим примером, своей судьбой, что это возможно реализовать. Самое главное, он вдохновил своих единомышленников, создал свою команду во главе со своим сыном, которые смогли продолжить его начинание, которые действительно изменили облик Чеченской республики, сформировали новый имидж Кавказа, показали, что сила нашей страны в дружбе всех народов, живущих в этом великом государстве. Свою приветственную речь Олег Беловенцев начал с цитаты президента Владимира Путина об Ахмате Хаджи. Он также отметил роль Рамзана Кадырова, которому за короткий срок удалось ответить на все чаяния народа. Он был бескомпромиссным и жестким, когда вопрос касался интересов его народа. Вряд ли он мог себе представить, что когда-то его именем станут называть улицы, парки, школы и мечети. Россия всегда была сильна регионами. Именно в этом залог побед и свершений нашей страны. Чеченская республика сегодня один из самых динамично развивающихся регионов не только Северного Кавказа, но и всей России. Многое сделано, но многое еще предстоит сделать для укрепления общественно-политической стабильности и дальнейшего социально-экономического развития республики. Уверен, что совместными усилиями при поддержке федерального центра руководство республики сделает все для процветания Чечни и благополучия чеченского народа как части многонациональной России. На торжественной церемонии закрытия официальной части мероприятия в зале прозвучали два гимна – российский и чеченский, как символ новой страницы в истории, открытой когда-то Ахматом Хаджи Кадыровым. Далее на сцену вышли актеры театра Нурадилова с постановкой «Турпалхочун Беркат», состоящей из нескольких частей. Но главная тема каждой – роль Ахмата Хаджи в жизни обычных людей, не имеющих отношения к политике. И даже после его трагической гибели дела первого президента продолжают влиять на человеческие судьбы. А значит, и память о нем даже спустя 12 лет живет в сердцах всех, кто его знал. Зураб Центроев, Седа Сапарова и Дени Хавхаров. Новости. В
Грозном завершился международный турнир по кикбоксингу. В спорткомплексе «Колизей» состоялись зрелищные поединки титулованных спортсменов из разных стран. Среди почетных гостей глава Чечни, а также известные бойцы с мировым именем. Всего состоялось 13 боев. Их в прямом эфире транслировали сразу на нескольких каналах. На Грозном, Боец и Матч ТВ. Магомед Ламаркаев о спортивном шоу. Такого в Колизее еще не было. Сегодня зрители и телезрители видят, как 26 профессионалов сражаются за победу по 3 видам спорта – бокс, муай-тай и кикбоксинг. И сразу 2 титульных поединка. И все это приурочено к 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Смотря на оформление Колизея, можно заметить, что организаторы изрядно постарались над зрелищностью международного турнира. Учли каждую деталь. В лучших традициях произведения Редьярда Киплинга здесь сделано все, чтобы главные враждующие лица книги английского писателя смогли выявить лучшего. В главном бою вечера должны сойтись бойцы под псевдонимами Маугли и Шерхан. Максимально попробовали воссоздать стиль джунглей, декорациями, деревьями, всеми растениями, чтобы зритель, попавший в Колизей, почувствовал себя самым настоящим джунглем. И в этих же страстях он наблюдал за финальным боем, который у нас состоится. Но нам хороший толчок дает глава республики, герой России Рамзан Ахматович. Во-первых, ребята ими уже воспитанные, которые нам остается всего лишь дальше развивать, создавать условия для них. И даже создание условий нам очень помогает общественный региональный фонд. В начале бойцовского вечера зрители увидели 8 предварительных поединков, насыщенных красивыми нокаутами и эффектными победами по очкам. За происходящим на ринге наблюдал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Несмотря на отсутствие большого опыта на профессиональном ринге, достойный уровень мастерства показали представители клуба «Ахмат». Красивые удары бойцов никого не оставили равнодушным. رمزاني سيدوي وملادياج خز مقشولش خز ديك دوي وارتال تيجي كوشوش قرنش ميولش بوش دنيا نشوفدوي ما سو متع دوي وقام ديك قام دو موش قام دو يسون نماني يشدات وين سن نماني يشدات دنيا نشوف على متع يات مت على زال لبوش دا واحد داي وقع ملو سبورزال شو شا وعاوت شو بس سالتي شا تنروك شو Пришло время реванша. На поединок против Роберта Стойки вышел Саламу Джамалханов. В прошлый раз чеченский боец проиграл румыну в результате нокаута, что вдвойне мотивировало ахматовца. Ну а сегодня преимущество с самого начала было на стороне Саламу. Благодаря грамотной защите и работе на контратаках ему удалось выиграть по очкам. Рядом с Рамзаном Кадыровым за поединками в числе почетных гостей наблюдают и прославленные спортсмены, выступавшие в K1. Среди них 4-кратный чемпион мирового гран-при Сэмми Шилд, 3-кратный чемпион K1 и многих других международных соревнований Реми Баньяски, а также российский боец, который добивался больших результатов как в профессиональном кикбоксе, так и в ММА Сергей Харитонов. Первый раз приехал в Чеченскую Республику. Я очень рад, что меня пригласили, что я приехал. Это шоу мне очень нравится. Выглядит очень красиво. Я видел бои Марашана, видел бои Забита тоже К1. Ну, естественно, им покажут хороший бой. Ну, мне кажется, более шансов есть у Забита выиграть. Приятно мне особенно смотреть, что в зале много молодого подрастающего поколения. Что они смотрят, учатся и не лезут непонятно куда. Они хотят заниматься, тренироваться, расти здоровыми, крепкими людьми. Это самое главное. В перерыве между поединками перед собравшимися в прямом эфире телеканалов Матч ТВ «Грозный» и «Боец» выступил глава республики. В своей речи Рамзан Кадыров отметил, что организация этого международного турнира, да и все преобразования, которые происходят в регионе, стало результатом миротворческой деятельности первого президента Чеченской Республики. Салам алейкум. Добрый вечер. Сегодня у нас в республике мы празднуем день рождения нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который, можно с уверенностью сказать, подарил нам мир, стабильность. Почему? Потому что, когда наступают тяжелые времена, обязательно нужен лидер, который мог бы взять на себя всю ответственность и вести за собой народ. Действительно, таким великим религиозным деятелем, политиком и воином Ахмат Хаджи стал в свое время, нужное время для нашего народа. И мы все, народ Чеченской Республики и руководство государства объединились вокруг него. И в результате всего этого мы сегодня строим школы,
мы открываем заводы, мы развиваем спорт. И мы сегодня здесь собрались, на этом прекрасном зале Колизей, и проводим турнир кикбоксинг в память нашего первого президента. Вот. Мы знаем, что да, у нас были любители, да, у нас спортсмены, но так как сегодня никогда не уделялось внимания. Мы создали клуб, федерации, благодаря Ахмаду Мухаммаду Исаевичу. Сегодня мы встретились здесь и проводим такой турнир. Я желаю удачи всем. Я желаю удачи всем спортсменам Чеченской Республики России. И дай Аллах, чтобы победили, как если нас спросить наши, но пусть победит сильнейший. Я уверен, что наши бойцы одни из лучших, потому что они очень много трудились. Желаю удачи. Аллаху Акбар. В основных 4 боях выступала единственная пара боксеров. В поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF в 10-раундовом противостоянии сошлись чемпион Европы по версии WBO и мира по версии IBF ахматовец Умар Саламов и венгр Норберт Немесапати. С течением почти всего поединка Саламов уверенно лидировал по очкам, но в конце инициатива стала переходить в руки соперника. До окончания схватки представителю чеченского клуба удалось выправить ситуацию. В итоге единогласным решением судей Умар выиграл 3-й пояс в профессиональном спорте. Умар Саламов. Ну что ж, поздравляем. Ну и, наконец, главное событие вечера. Забит Самедов против Каталина Марашану. Бой начался с активных действий румына. Как будто по сценарию ранее упомянутого английского писателя, Шерхан, обнажив свои когти, буквально набросился на Маугли. Размашистые удары румынского тигра, казалось бы, смутили ахматовца. Но и эта история завершилась счастливым концом для чеченских болельщиков. Выждав удобный момент красивым ударом колена по корпусу, Забит Самедов отправляет своего соперника в нокаут и становится новым чемпионом мира WBC Muay Thai. Ну, наверное, разрушен. И Рамзан Ахматович Кадыров врывается в ринг. И очень сильно он, конечно, переживает и болеет всегда за своих. Сегодня зрители увидели 13 бескомпромиссных боев. На турнире, посвященному 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, представители чеченского клуба подарили 11 ярких побед. Организаторы обещают, что такие турниры по K1 будут устраиваться как минимум 2 раза в год. Магомед Ламаркаев, Адам Чекуев, Ислам Расуев и Алаш Аздамиров. Новости. Более 40 тысяч мешков муки, сахара и риса. Малоимущие семьи Северного Кавказа получили гуманитарную помощь от регионального общественного фонда. Благотворительная акция прошла в честь 65-й годовщины со дня рождения первого президента Чечни Хавайдиева об акции добра. Благотворительная акция в честь годовщины со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, стала уже доброй традицией. Десятки грузовиков с сахаром, мукой и рисом, как и в предыдущие года, разъехались по всем регионам Северокавказского федерального округа. Одним из первых помощь от фонда получили жители Ингушетии. سنحقق مفتي شيترا ديشاجنا ترا مفتي ترا بركل أو أصحم قرقل خاطر تهدج بوشناها أص قابل دوت ساخ. В канун памятной даты Чеченской Республики в Ингушетию были доставлены более 50 тонн продовольствия. Груз был распределен на несколько частей и доставлен во все районы, чтобы ни один нуждающийся не остался без помощи. تانا اشتوين مخار أحمد حجدين شعبان ديدز دجى وصل بوش وش رمزان زدقش صادر ده شيء أحمد حجين دير. تأخذنا دول صداقة الله محك قاچات وصادق المقلع وإيش كندي كمس بوصلنا هدا قاشتده تنا ومسلوشنا ناه جرى وش رمزانينا إسان داق ملأت سجندا وأبو صادق صار داودين آخرين بالوقتو بولجينا زول ما يحاجون والبولج. Благотворительная акция дошла и до Дагестана. В республику было доставлено несколько грузовиков с продовольствием. Груз был доставлен в Хасаюрт, после чего был распределен по населенным пунктам. Представители Дагестана выразили благодарность президенту фонда Аймане Несиевне и главе Чечни Рамзану Кадырову за регулярное оказание помощи малоимущим жителям региона. То, что сегодня мы здесь видим, раздача садака, оно является большим делом. Будучи на такой должности и не забывать про тех людей, которые нуждаются, действительно нуждаются в этой помощи, малообеспеченных, инвалидов. Вы бы видели, значит, глаза тех людей, тех детей, тех женщин, когда они получают такую помощь. Они не знают границы благодарности. Вот такие вот благотворительные дела, вот такие вот движения, они всегда сближают народы, сближают нации. Вот его вот эта вот деятельность свидетельствует о том, что Рамзан не смотрит там, Чечня ли, Дагестан ли,
Рамзан делает все для того, чтобы не то чтобы отличались там, значит, чеченцы там и так далее, аварцы, даргинцы, кумыки, вот все, которые находятся в ближайших территориях. Желаем, чтобы вот весь этот садака, как говорится, примножилась, возвращалась ему Всевышним в тысячекратном размере на том свете, всему ему Тухуму, всему чеченскому народу в его лице. Эта акция посвящена то, что памяти своего отца делает достойный сын, который чтит память своего отца. Знак внимания то, что он уделяет не только жителям Чечни, а простым, малоимущим людям, даже Дагестана, очень импонирует для нас. Очень приятно это видеть, очень радостно это осознавать, что среди нас есть такой достойный человек, Всевышний наделил таким благом, который от себя тоже источает такое добро, благо. За это мы очень благодарны ему и постоянно восхваляем Всевышнего то, что не спаслал нам такого человека. Нам очень радостно осознавать, что этот человек вспоминает и о нас тоже присылает такую гуманитарную помощь. Более 5000 дагестанских семей получили в этот день гуманитарную помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Это жители города Хасавюрт, а также Хасавюртовского, Кизилюртовского, Казбековского и Навалакского районов. Первый президент Ахмат Хаджи Церхан фонда Тахангена Дуга Шекар Дамадайтна Иш Охмосо Юрчка Дастохичта Далмо Лайралак Дюхра Дац Рамзан Хаж Дайтон Шандинера Мархина Гурмина Марха Достуш Лоцуш Так Ахмат Хаджи Дунент Вяншан Дакалхан Шхена Мосто Саган Шентхо Пастина Дас Югор Дегна Дас Тотхон Садойтуш Тайр Ох Мосто Мискшнаган Дакуашош Мосто Юрч Дас Дохичта Тхон Даггар Баркалали Дартаханлер Девен Гушта نقطة عدق نقطة شرحال هار ساحتي هار منوت عركسان خيس ليش تديك شاغور خيس ليش بسويزو قندال ما إيش وين رمضان أحماتوفيتش سو دوقشتون ساغا سون داقا شويل سون دانسين. Также в Хасавюрте в память об Ахмаде Хаджи Кадырове богослову прочитали Мавлид. Дал ишчаар доқшто саг Джебр Ибраим саг сын насухум топ сын қобыр дойл. От Ахмад истина чарги дақачуш қобыр дойл. Боқ дюсурдочнах има бертик цахадош қобыр дойл. Колонна с гуманитарной помощью пересекла границу и Кабардино-Балкарской республики. Сотни нуждающихся семей получили помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Вот уже на протяжении многих лет с Чечни, с Чеченской республики приезжает благотворительный груз для того, чтобы мы приобщили к помощи наших нуждающихся в Кабардино-Балкарии. Это деяние благоугодное совершает каждый год семья Кадыровых. Пусть Всевышний вознаградит их за их благие дела, за их щедрость. Пусть Аллах приумножит их достаток для того, чтобы они могли таким образом делать добрые дела, и эти добрые дела, чтобы Всевышний принимал. Благотворительная акция, приуроченная к 65-летию со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, коснулась также Северной Осетии. Сегодня в очередной раз мы получили садака, который присылает регулярно Рамзан Кадыров, присылает в честь своего отца Ахмада Кадырова. Мы сегодня все знаем, сколько сделал Ахмад Кадыров, чтобы его народ жил достойно, чтобы его народ жил в тех условиях, которые сегодня делает его сын, достойно делает Рамзан Кадыров. Сегодня мы видим Чеченскую республику. Пусть Аллах воздаст за каждое движение Рамзану, за то, что он делает. Пусть Аллах укрепит его на этом пути. Пусть укрепит всех нас в этой дружбе, в этой братстве и в той силе, которую мы должны обрести. Не оставили в стороне жителей Карачаева-Черкесии. Сотни семей региона, в числе которых малоимущие, сироты и инвалиды, получили помощь от фонда Кадырова. Мешки с мукой, сахаром, рисом раздали по всем районам республики. В очередной раз, вот это уже стало традицией, каждый день рождения Ахмад Хаджи Кадырова, его сын Рамзан Хаджи присылает садака, подарки для немощных людей, чтобы они тоже попробовали этот садака. Ахмад Хаджи, он был великим человеком. Такие рождаются, наверное, 1000 лет один раз. Этот человек, который указал путь, как идти, и оставил хорошую семью,
Его сын продолжает это дело. Дай Аллах ему сил и здоровья все это продолжать. Благотворительный марафон завершился в Ставропольском крае. Тонны продовольствия распределили по домам престарелых, приютам, интернатам и другим социальным объектам региона. Помощь от общественного фонда оказалась как нельзя кстати. Поэтому радость и благодарность от такого внимания в адрес Чеченской Республики была двойной. Мы вновь получаем хадия фонда Ахмада Хаджи Кадырова. Мы благодарим главу нашей братской Чеченской Республики Рамзана Хаджи. Мы благодарим фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова, которым руководит его мать. Аллах, весь садака Аллах Субхану ва Тааля принят. Мы выражаем признательность и уважение всему большому и великому чеченскому народу. В каждом регионе люди выражали слова благодарности в адрес регионального общественного фонда за благое дело. Для них такая ежегодная акция – это большая поддержка. بجني ساعة داخل دوغالا تانا سانش رمزان أحمد إيمان نسينس ويما كاوي دوزن أرا دوقشتو غيل ميستجن غوديشتو دال مولا سانش تان دو هرداس دال مولا تهرداس دال ديكنس بيقن بولس دال قبضول سا دال غازو قبضول أحمد حاجة. В рамках акции в регионы Северного Кавказа всего доставили более 40 тысяч мешков муки, сахара и риса. Масштабная акция, охватившая все регионы Северокавказского федерального округа, стала доброй традицией. Куратором благотворительной миссии фонда является помощник главы республики Адам Джавтаханов. Именно он занимается всеми организационными вопросами. يدجالها ويا بسيم كوكا زدوق شدق سان شلو دام لحا إذا هو مش أنا خاد شباب العبي وشدام لحا ويبتش واقع طبعا إحنا عشان دائم من سان شلو شو ديش مسلم أحد بينا يا ما ناس حور شدام لحا يشتعمل حاجة لازم بعد جاش دي دخول دي سنسوى لرسول دين دول دي كان شاء أوجر كويتين قدر ويقوم تبين بولا تنبال العيب بالبر Благотворительность фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова не знает границ. За время своего существования он оказал помощь огромному количеству людей, выходя за рамки национальности и конфессий нуждающихся. Поэтому о гуманитарной деятельности фонда наслышано далеко за пределами Чечни и даже России. За короткий период существования фонд стал надеждой, порой даже последней для сотен тысяч людей. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Хавая Зива, Шамиль Саламов, Алаш Азамиров. Новости. В честь 65-й годовщины со дня рождения первого президента республики религиозные обряды Зикр и Мавлид прошли и в Цунтаруе. Известные богословы республики собрались в доме главы Чечни. Восхваляя Всевышнего и его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они просили милости для всего чеченского народа. Собравшиеся отметили, что Ахмад Хаджи Кадыров проделал огромную работу, чтобы возродить республику из пепла и вывести народ на путь мира и процветания. أحمد حاجين دا غدا غري شيء سد عدل لا تسوى أودينا ستوش خلقنا مخنا يوش والزمن شوحة وقري حشت والزمن شوحة لونا يشت دال تيان يوم خنقاش دعوانا إذا أم سبق دكتورنا دائما خلقنا دعونا دجاحرو إذا دائما بيتسوي روش دات
هندات الجا سوحك أبا عندوش وقبل لهم بني أبا عندوش خلق ويا ودرجة خلق دهونه وسيل خير شو بقونية نيسونية كاشا كاتش دهونه مرشون قاعد نقدر نستدل هذا وقت ويا. Вспоминали Ахмата Хаджи Кадырова во всех районах республики. Сотрудники различных министерств и ведомств, а также жители региона провели многочисленные религиозные обряды. Сотни богословов совершали зикры и читали мавлиды. Также малоимущие семьи получили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Состоялись и праздничные мероприятия. Обо всем по порядку наш корреспондент. В Биное верующие собрались с раннего утра. Сотни мюридов со всех концов республики приехали в Высокогорье, чтобы совершить обряд зикр, вспоминая первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دوخ شتغنا سلغنا دوخ ساغشتو شنو ادري اطيح خوش والله بالنا فتح اشتغلنا على شو مصباح После богослужения здесь также прошла благотворительная акция. На месте, где в старину собирался Всенародный совет чеченцев, сегодня непривычно многолюдно. На родину предков приехали представители Тайпа-Центарой. Близкие и дальние родственники, бывшие односельчане и даже гости из других республик собрались, чтобы почтить память Ахмата Хаджи Кадырова. К участникам схода присоединился и председатель Совета алимов республик СКФО. Как и любое хорошее начинание, сход открывают поминанием Всевышнего. Обращаясь к собравшимся, Хожа Ахмед Хаджи Кадыров вспомнил, какие трудности испытывали верующие в годы советской власти. Сегодняшняя свобода веры – это благодать Всевышнего, считает богослов. Вспоминая добрые дела первого президента, выступавшие обратили внимание на то, что мать Ахмата Хаджи Кадырова, Дики, также принадлежала к Тайпу-Центарой. Деятельность Кадырова на посту президента они называют спасительной для чеченского народа. Alhamdulillah del qihiyatan busub dinna noqchi qawmana birqto yaxshuyana kha ba'shara di ba'shara wa noqchi qam hiz wa shbal yahdov zaman choha noqchi qawmkha noqchi dosh ala noqchi birqto qiqo duenol dolsha wal qon hisabi wa swit har zaman sundela Ahmad Haj noqchi khalq wa kharja kharja bilgal wa yaqin sha mufti wa wajqina sha noqchi qamar halaq wala busub din swoltag مفتي وبيت شوطها شينت يدق إلهسه ونخشي قوم بقو دقيق وشة نخشي قوم ده واخا بأخنا نخشي قوم ده نخشي بقو خيق وشة دال ده حلوانو دال غازو تنقبل دول أحمد حاجة دونال دوش ميرا وش شيء قوم الجيش خنا أرا ولا شيء ده قام بعند شيء سداد ده دال ده على تقول دال جشتون أخيز ورشوا رمضان بيش بوديك بلش خجين دوليش ده تيت بيت كشتقير ويد نحشيته نجورته كيلو يقصد وليش تينوش نشوف بايدنا ده يدوقهم دو أغوي ده المولع أغوي خارج تزبو وين بيدي واتشن رمضاني وين ما كنا بيدي واتشن В одном кругу вместе с известными богословами и муфтием пришли простые жители Грозного. Чтение мавлида здесь, как и везде по республике, объединило мусульман. Вспоминая Ахмата Хаджи Кадырова, верующие отмечают, что сегодняшним миром и возможностью свободно собираться и проповедовать истинный ислам обязаны ему. В честь 65-летия первого президента в сердце Чечни раздали милостыню. وای پاچه وای قام عالش در دیل دی خوش دعنیش داش دیل حقوش ذکر داش اشت مجلس یلشه وصل ناو شخصیت خزبال خواتي قوز دیل ایت مزدال وصلوش دیل قابل دیله. Продукты питания, фрукты и напитки получили десятки прихожан в мечети. Однако на этом богоугодные дела не завершились. Обряд зикр провели уже во дворе святыни.
Религиозными обрядами отметили день рождения первого президента и в центральной мечети Гудермеса. Собрались верующие со всего района. После мавлида здесь раздали 500 пакетов садака. Кроме продуктов питания, наиболее нуждающиеся 20 семей района получили мясо жертвенных животных. Мероприятия, приуроченные ко дню рождения Ахмад-хаджи Кадырова, прошли и в селе Алирой. Здесь провели религиозный обряд сага. Местным жителям раздали более 3000 пакетов с продуктами питания, а также совершили дуа, прося милости и благословения первому президенту и всей мусульманской умме. سنتير ساعة داخوشة يرتاح بولش باخر خوش مسنا شيكر دوغا اشتا ايديو خوشة اسبلان حقول دل دقوية دا اشت اي مانيس اشتا اعمل حاجة ترخي وشوفون دو اوش دخنا بوهر بوخا سيل خوش الله داله اعمل حاجة دير قوبل دو الكرساق. Здесь также прошло открытие мечети имени Умри Закриевой. Призыв к первой молитве в новой святыне совершил юный хафиз Юнус Закриев. Имамом мечети стал Шамиль Джабраилов. После прочтения полуденной молитвы собравшиеся совершили религиозный обряд зикр и прочитали мавлид. Все мероприятия прошли при финансовой поддержке регионального фонда имени первого президента, героя России Ахмад-хаджи Кадырова. آخر مجد يشبقي بيشبر رمزاننا أماننا بهردك دايش ياتر دار اس أحمد ينتير ساغد ويلحالة. Религиозный обряд жертвоприношения совершили и в парламенте Чеченской Республики. Мясо жертвенного животного раздали малоимущим семьям. Богословы прочитали мавлид, прося милости и благодати у Всевышнего для всех мусульман. Мероприятие организовал помощник главы Чеченской Республики Магомед Даудов. وداخل президент Ахмад хаджи тир дакш саадо ивенде биргал дакш идаз диашам парламент территории таанцун хадер дуньяно махко дакса اشتساع داخش دالت يعبرت كيل دال ديكنز بيقم بولسون دالتون غازوات قبول دويل. В рамках благотворительной акции, приуроченной 65-летию со дня рождения первого президента республики Ахмад-хаджи Кадырова, сотни семей Нажаюртовского района получили необходимую помощь. Сотрудники комитета по дошкольному образованию раздали мешки с мукой, с сахаром и рисом. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики выступило инициатором проведения священного обряда сага. Приурочен он был к 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмад-хаджи Кадырова. Мясо жертвенного животного сотрудники ведомства раздали многодетным и малоимущим семьям. Мероприятие в честь юбилея народного лидера прошло и в Шаройском районе. Местные жители собрались в мечети и прочитали мавлид, вспоминая первого президента республики. О роли Ахмад-хаджи Кадырова в новейшей истории России говорили сегодня и в Грозненском нефтяном университете. С докладом выступили преподаватели и студенты. Они отметили большой вклад первого президента республики в установление мира на чеченской земле и сохранение в целостности всей страны. 12 малоимущих семей получили сегодня помощь от регионального общественного фонда. В рамках акции «Еще одна мечта» 50 малышей получили подарки и комплекты одежды. Кроме того, они смогли пообедать в одном из ресторанов столицы. Амина Магомадова, Рамзан Керимов. Новости. Ряды знатоков Корана пополнили еще 70 человек. В Урус-Мартановской школе хафизов состоялся первый выпуск. В течение нескольких лет они учили суры Священного Писания, пока не освоили его полностью. Знания, полученные в религиозной школе, теперь они смогут передавать и другим верующим. Репортаж Саида Ахмадова. Это событие в их жизни они признаются самое значимое. Сегодня они с гордостью получают из рук своего руководителя свидетельство об окончании школы. Почти 3 года эти ребята полностью посвятили свою жизнь священному Корану.
Всего в республике 5 таких школ. Это открылось ровно 3 года назад. Здесь обучаются бесплатно с постоянным проживанием. Домой ученика отпускают на 1 день после каждого выученного джуза. Всего их 30, после которых и становятся хафизом. Выпускники признаются, что скучать будут как по родному дому. Этот выпуск в Урус-Мартановской школе хафизов был первый. Следующий набор начнется в сентябре. В школу могут поступить ребята в возрасте от 9 до 12 лет. Есть обязательное условие – 1 наизусть выученный джуз. Отзывы от родителей самые положительные. Они неустанно благодарят всех работников учреждения. Идея рейс, хоккей преподаватель, хоккей директор, вой президент, вой президент, да аман тасахля, хармет кшхирият, идея рейс, да гешват, да газват обал дуэл аман хаджи, идея рейс, массу хоккей кашбо, поворшан, хоккей неамельчан, что дик амина кошкуза. Школа хафизов состоит из 5 корпусов. Это учебные помещения, общежитие, мечеть, спортзал и столовая. Трижды в неделю между послеполуденной и вечерней молитвой они имеют возможность заниматься в спортзале. В школе предусмотрено 4-разовое питание. Для муталимов разработан богатый рацион, включающий мясомолочные продукты, фрукты и овощи. Саид Ахмадов, Мансур Саев и Алаш Шаздамиров. Новости. 23 августа стало днем новоселья для семьи Ибрагимовых. В Центарое для них возвели современный дом со всеми удобствами. Решение главной проблемы Ибрагимовых взял на себя общественный фонд имени Кадырова. Семью поздравил Рамзан Джамбеков. Жилищная проблема для семьи Ибрагимовых из Центароя на протяжении долгих лет оставалась самой главной. Раньше им приходилось ютиться в ветхом жилье. Теперь у них большой праздник. Сегодня они отмечают новоселье в новом доме, который был построен за счет средств фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. Поздравить их с этим радостным событием приехал и Хасмагомед Хизриев, который лично контролировал процесс строительства жилья. Täällä aloit populaarisen sen kyygulua. Äimäni Kadirovsa ist ho yüzül halqitçili. Kusum dağ kert mokşuut şu. Beri nana yoç versin hezse hazazi sezino وقتك باقي الشيء حسمي بو أو مدة سعودية دلنيرة نسبوش بعد محرداء نوايا طانا قشطو على قزة واسمه شورش دال هرشون بيركتي ولا دال إز أحمد عزيز يقاتش إز أيمان عش دق ملاتش بيسار القرش آمين دال شونش بيركتي ولا دير رئيس خليل وزن دير أيماننا دير رئيس خليل رمضاننا دير رئيس خليل مسو أدم مسو بير مسو صنشنك تدي ملات أتو بوتسو تدي ملات هنا أستوديش ليل شويز داله شهر ليلوش وديك بول دايما ديك بول استهل داخل قصنويزم ديلو ديلا. В новом доме из 8 комнат предусмотрены все условия для комфортного проживания. Сюда уже завезена мебель, установлена самая современная бытовая техника, а к дому подведены все необходимые коммуникации. يرت خلشي تها شادك يشين تدعنا جيبيه تكون دقوق قلق تاجر دار سيبوس المضي يلزير زنديل دار سيدول رمزانا إيماني تكون هو كل شخص مش شحاد يرزردو الذكرات كسرك الروس مش ينايخ يعني أردق صوت ناسون جو ديكوس مش يوش خز ينايخ جو سوريزي ولش طب جابل بيش ريزي درش هو فندنا يدرس على وردرسون رمضان أحمد وجنا أيماني نسيونا
По этому радостному поводу 11-летняя Танзила прочитала Рамзану Кадырову стихотворение. Семья Ибрагимовых – одна из сотен семей, которые получили крышу над головой в этом году. Региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны регулярно помогает малоимущим. Помощь от ее имени оказывается не только в нашей республике, но и в других регионах России, а также в других странах мира. Рамзан Джамбеков, Муслим Типаев, Жомалай Хаджалиев. Новости. В Москве прошло совместное заседание Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений и Общественного совета при правительстве Чечни. О текущей работе ассоциации и задачах по увековечению памяти первого президента Чечни рассказал Саид Бахарчиев. Состоялся и круглый стол, где говорили о духовных корнях мировоззрения Ахмата Хаджи Кадырова как религиозного деятеля, о его научном и литературном творчестве. Обсудили здесь и молодежную политику в Чечне. Это человек-легенда, человек, который по духу своему был рожден, чтобы стать религиозным деятелем, исламским ученым, предназначение которого направить людей на правильный путь, довести до них Слово Всевышнего. Ахмат Хаджи Кадыров отдал свою жизнь за мир и счастливое будущее своего народа и ушел из жизни непобежденным. Члены постоянного представительства республики при президенте России возложили цветы к памятной плите первого президента Чечни. В Москве на улице Ахмата Хаджи Кадырова прочитали салават пророку и обратились с мольбой к Всевышнему. Избирательная комиссия продолжает информационную кампанию перед предстоящими выборами. В городах и селах вдоль крупных магистралей уже появились баннеры с датой голосования. Молодежные активисты заняты распространением буклетов и информационных листов. За неделю до дня голосования всем жителям республики по адресу проживания будет отправлено приглашение. 18 сентября в регионе заработают 468 избирательных участков. 17-18 августа у нас прошла жеребьевка избирательной комиссии, то есть 17 августа прошла жеребьевка по распределению бесплатной эфирной времени на каналах организации телерадиовещания, а 18 прошла жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях. То есть за 28 дней до дня голосования наши кандидаты, политические партии имеют право провести агитацию на каналах организации телерадиовещания и размещать агитационные материалы в периодических печатных изданиях. Феерия воды и света в парковой зоне у мечети «Сердце Чечни» ко дню рождения Ахмата Хаджи Кадырова открыли отремонтированный фонтан «Большой Ярык». Бассейны облицованы новой гранитной плиткой, которая удачно вписалась в общий дизайн комплекса мечети «Сердце Чечни». Общий объем водяного сооружения – 64 кубических метра. В ночное время фонтан меняет свой окрас благодаря 350 светодиодным прожекторам, установленным прямо на дне бассейна. Фонтан будет запускаться 5 раз в день за полчаса до азана, а выключаться спустя полчаса. Данный фонтан является одним из возлюбленных мест как жителей города Грозного, так и жителей всей Чеченской республики. Место действительно разукрасится данным фонтаном. Это очередной подарок для жителей города Грозного. А в Шали состоялся турнир по смешанным единоборствам. Здесь чеченские спортсмены отстаивали честь региона в поединках с бойцами из республик Северного Кавказа, а также Казахстана. Всего в состязаниях состоялось 16 боев, в которых встретились 32 спортсмена. Рамзан Жамбеков продолжит. Турнир по смешанным единоборствам, приуроченный к 65-летию со дня рождения Ахмада Хаджи Кадырова, в Шали стал настоящим спортивным праздником. Посмотреть на поединки между бойцами сюда съехали жители со всего района. Перед началом соревнований с приветственной речью выступил глава Шалинского муниципального района Турпал Али Ибрагимов. Желаю всем показать хороший, честный бой. Желаю всем удачи, пусть победит сильнейший. Эти бои посвящаются первому президенту Ахмату Абдулхамидовичу Кадырову, Давазар Обу Гальцам. Этот человек, как мы все знаем,
отдал за нас, за мирное небо над головой, свою жизнь. И поэтому можно сказать, что слов не хватит про него говорить хорошее. У нас сутками, годами даже времени не хватит. Хочу опять пожелать всем хороших боев. Желаю всем удачи. Аллаху Акбар! Зрители на центральной городской площади активно поддерживали участников соревнований, а те, в свою очередь, старались не оставаться в долгу и демонстрировали все свои умения и навыки, что у них хорошо получалось. Из республики Дагестан, представляющий клуб АЦЦ. Это его профессиональный дебют Всего за вечер в восьмиугольнике сошлись 16 пар бойцов, большая часть которых спортсмены чеченского клуба «Ахмат». Оспаривать звание сильнейшего им предстояло с представителями из республик Северного Кавказа, а также Казахстана. Возраст участников от 13 лет и старше. Здесь все молодые ребята, мы одна единая Россия, и мы здесь не должны делиться ни на кого. Это просто спортивный хороший турнир в честь хорошего человека, как сказал глава республики. Он отдал свою жизнь для того, чтобы наши дети вот так могли над мирным небом над головой жить и участвовать вот в таких соревнованиях. Дай Бог всем, кто сегодня пришел на турнир, счастья и побед те, которые будут выступать. В главном бою турнира весовой категории до 70 килограмм на РНДУ сошлись воспитанник клуба «Ахмат» Тамирлан Атабаев и гость из Северной Осетии, представляющий бойцовский клуб «Скиф» Сослан Тамаев. В красивом поединке, сломив оборонительные редуты своего соперника, наш спортсмен единогласным решением судей стал победителем схватки. Победу одержал боец клуба «Ахмат» Тамирлан. На протяжении всего турнира представители чеченского клуба «Ахмат» показали бои самого высокого уровня, чему свидетельствует 15 одержанных побед из 16 возможных. Рамзан Джамбеков, Магомед Шатаев. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.